Вот мне интересовало всегда раньше горловое пение, и вот я нашел рукопись в Хакняне у Александра Александровича Канеля, что вот в 1909 году Анохин был в Хакасии, по реке Абакан у Сагаев, ну так написано Сагаев, вообще сагайцы считается, и качинцев, слышал двуголосное пение, один шел фоном, а другой чрезвычайно высокий, как флейта, мелодия там. Вот про этот свист, вот говорится, да? И у нас она называется, Канель написал это звук низкий. Вот у нас хаджи пели самые крупные сказители, у нас, которые записаны, это Петр Курбежеков, Семен Кадышев, их сказания вышли с переводом, и Семен Кадышев, и получается у нас Апанис Бурнаков, самые популярные. Они исполняли средним стилем хая, получается. Вот такой манер, потому что у нас единственный исполнитель, записан в виде записи осталось 93-го года, был Сохан Кангаров, он пел низким, получается, через хрип. Это называется хрлып хайлан. Я специально Сергею Майнагашеву дал запись, он интернетом хорошо дружит. Эта запись есть в интернете. Кангарова исполнение, там всего 7 минут. Он исполнял, получается, конечно, редко было, в основном средним стилем, потому что низким через скрип петь, это, то есть горло садится, там, потому что связь же теребишь. Я вначале вам тогда исполнил из репертуара Семена Кадышева, именно из аудиозаписи «Авточусь», в переводе как «Золотой лик» называется сказание. Фрагмент. В начале всех сказаний идет о сотворении мира, идет и всего живущего на ней. Идет, когда земля создавалась, медь начал твердеть, высокие горы появились, с высоких гор начали реки течь, и на берегу реки стал жить народ. Там еще есть, что птицы стали летать, там озера появились, и звери, тайга выросла. Зачин любого сказания идет, и каждый сказитель сказывал по-своему, то есть там очень красивые слова, эпитеты, там обороты такие. Я начало сказания не буду, я начну, где начал жить народ. Этим народом правил Алп-хан. Алп-хан — это хан-богатырь. У него была жена Алтынара, и у них детей не было детей. И они жили, поживали, и на эту землю идет там с войной там Харахан. Такой отрывок покажу. Потом дальше есть сказание, сегодня не будет исполнять. Там дальше сказание идет, что они много лет прожили, и жена Алтынар говорит, что говорит, я, говорит, забеременела, говорит, а он Алып-хан сердится там. Говорит, говорит, это Алып-хан — это хан-богатырь в переводе, а Харахан — это черный хан идет на эту землю завоевать. А он там нервничает, говорит, как ты вздумал, говорит, с молодости не рожал, говорит, сейчас, говорит, уже мы старые стали, решил ее там родить, мне, говорит, в бой надо собираться. И сказание так идет, там он бьется, и этот Алып-хан погибает там. А жена, Алтынара, рожает там младенца. И там в сказании всегда он быстро растет, получается, один день году равный. Маленькие есть мифологические такие сказания тоже. Я отрывок, который рассказывал, только расскажу, дальше не буду рассказывать. Ақталай суны холы
астына индіре шоқтай чурташыды дей қалай сонанды чурташыды дей Ақталай суның қасыды, индір шоқтыды, хал-халбат жөн чүқтап шеддер. Үзі қыры көрініс ұлғал тұшыдыр, ұлғалдың ортасында Ақпайзың ебі тұшыдыдыр. Ақпайзың ебінің істімді. Қадырманың әзі, халық шоның пегі, тоқ сұлы сұнық, ағой аттық. Ал қантен хан чүқтап шеддер. Арғалшының алғын набақайы алтынар болыдыр алыпқаның. Барын сықын, балы жоқ, ісінің сықын өрін жоқ, жұқтап шадыдар олар. Аялызы чүктіп көп аялшыдыр, чылыр-чылызып, чырлып барып, чырғыбық чүктіп шыдыр олар. Бір күн ертін, алқын, алтын арға бақайдың ады, алтын стол кестінді, асты соқсып одырғын арынды. Идеолар отыс жатқынды, қайзы ол чирді, қаттық тойғы арын чулат, тігіріп ойлып салық келедір. Қаттық нақтық алып қызы, қарығын, көгінгі сарын сарнып, салып одыр. Құлағын салып тыңнып одырды. Ырық жерде тігірнақтың тікірті шағын тігіріп одырдыр. Ырық жерде алып сарнан шағын сарнып салып одыр. Базын көдір банды тапсып тұрды, çoğutup тұрдыр. Екке алғын қызым алтынарым дейдір. Ағой адым ат кирзіп ол шөр, салып озым киріп шөр үстім. Барып сынсығын балып соғыл, стып сынсығын өрінже жоқ жұқтап шыр. Иртігі баршадыр ұзалып, қызы иртік баршатпас бі дейдір. Мені шиірімі салып одырзы чирдің бөзі қақсынға сықшытпас бі дейдір. Шақсының сақсын келедір ұзалып қызы. Ұлғал ғайынмыс бі дейдір, ұлық шұртқа кірбіс бі дейдір. Шабыл сақсын келедір ұзалып қызы. Ұлық сынға сығып, ұлық қиғы салшытпас бі дейдір.
как сказать, я специально вот сейчас вот мы с вами, вот на основании гимназии и вот вчера вот и вот на концертах отрывок показываем, что как раньше исполняли, потому что сейчас, как сказать, молодежь растет, чтобы знали. Вообще вот это взятое, то есть не из книги, а именно из аудиозаписи, что идет вот мелодия, полностью мелодия, и вот это идет вот один эпизод, вот картинка. Между словами идет вот проигрыш, отыгрыш, да, называется. А потом новый эпизод, получается, начинается, и другая мелодия идет. И на другую мелодию идет вот хай, потом идет перевод словами. И вот и получается до конца. Ну там, конечно, перерыв делали, там чай пили ночью, естественно, разговаривали там. Но вот раньше был Хайджи, как он, получается, музыкант был, как поэт, получается, там, потому что все идет написано в стихотворной форме, и как актер, то есть они тоже вот руками тоже показывают. Вот я Семен Кадышем именно вот занимаюсь, а у нас еще Вячеслав Кущенов сейчас, они с Ульгером уехали в Кыргызстан, а он исполняет Петра Курбжакова. Вот. Петр Курбжаков, конечно, у него записано в нарах более 10 тысяч строк. Вот, вот Валентина Евгеньевна, вот, к сожалению, ушла у нас из жизни, да, вот, позавчера вот у нас, которая большая исследовательница была от фольклора. Вот она Петр Курбжакова записала с переводами и научными статьями. То есть в свое время она защитила это кандидатскую, да, на. Она еще большую работу написала Ай Хужин, тоже Петр Курбжаков. Ну, а Семен Кадыш Алтнар идет более 5000 строк, ну поменьше. Но в советское время Семен Кадышев был более знаменитый, популярный стал. Вот. У него же на местном радио всегда заставки начинались с его исполнения. Да. Ну еще по радио, когда утром в 6 утра или вечером передавали, я вот маленький был, радио же в каждой квартире, там, в каждом доме было, вот, и даже ко мне сколько люди подходили, вот, мы слышали вот так исполнение, что именно вот по радио передавали. А сейчас радио почти никого нету, наверное, и редко слушают, поэтому маленько как так проводники. Ну вам я исполню. Так, сейчас Ханже. Сейчас. Чиберга минут. Чем? Ага. Так. Ханжа керек. Прежде она андай миль просто милька, андай соно хайда жүрші вижу вот. Житақ бастан. Амах мен хайда жүрмін. Хайда. А то майх барған. Ну, я хочу исполнить уже свою композицию, применяя вот 3 стиля горлового пения. Ну там еще вот из Тулы потом сюда тоже придет. Просто я вот в гости приехали, я тоже, чтобы вы тоже послушали. Ну, вы знаете, горловое пение, они хорошо сохранили стили. Вот. А эпос сохранил хорошо на Алтае и вот в Хакасии. А эпос они в Туве сейчас только возрождают, потому что мы их приглашаем на конкурс. Они, получается, сейчас, ну, у них как бы тоже не сохранилось, потом исполнители. Там у них один или 2 человека из записаны. Вот. И в Якутии эпос, они уже более 15 лет, они вошли в ЮНЕСКО. И в ЮНЕСКО вошли, и получается, вот, ну, у нас тоже много уже лет хотят в ЮНЕСКО продвинуть вот тоже эпос, гирийский эпос. Еще вот Осиновская, который работал на Союзской концертуре, писал, что у сибирских народов самое большое по количеству эпос у хакасского народа. Но я хочу композицию исполнить, называется «Песня гор». Низкий стиль называется у нас харлап, харлапе, средний это кюледе, это петь с гулом, да, вот идет, а низкий это петь с хрипом, и верхний с хртепом. На вершине горы услышанную мелодию хочу для вас исполнить, слова, рожденные в горах, хочу для вас спеть. Пусть белоснежные вершины гор ветром обдуваются, пусть из больших каменных глыб течет чистая вода.
Это я когда-то давно, больше 10 лет был в тайге, вот, хотел... В тайгу вообще кто-нибудь в тайгу ходит? Никто? Ходит, да? Вот. И вот у меня было, когда мы в тайгу, ну, там по ягоды, за кедром, когда ходили, вот, в сторону Верхташтыпа, вот. Я малый монах с детства, я после 6 класса первый в тайгу пошел, вот, и всегда ходили. Вот я когда был 6 часов, мы вышли, то есть там ночевали, ночь костер, вообще замечательно в тайге ночевать. Ну, так маленько, конечно, там, как сказать, страшновато, вот, ночью там костер, поэтому всю ночь, говорю, мало что там, вот даже медведи вот, до дачи доходят, а там тоже в тайге. И мы в 6 часов вышли, дошли до вершины, где-то в 11 часов, там, сейчас сколько, 5 часов вот шли. И у меня вот там родилась как мелодия, и вот моя композиция. Вот. Tağdı hisken hünernej, sererge kığılıp birim. Sende hisken hünernej, çoğunğa yeter birim. Çıkıp dorgan tasqalay, şirge küle dorgay. Kilkim taat şirlerdi, arı soğaq tuğay.
надо, сейчас, конечно, например, идет как бы, живем в современном мире, и вот я 20 минут сделал это с симфоническим оркестром, и мы, конечно, сейчас тоже развиваем, чтобы было по-современному. Много не понимаете языка, да, и вот изображаешь вот то, что там, где ветер шумит, там птички поют. Речка. Да, речка бежит, вот. И это, получается, перевод скажет, вот мы ездили во Францию с оркестром, в Москву ездили, там, то есть у нас переводчик переведет, потом исполняется, то есть это как бы картинка стоит. Потому что, когда языка не знаешь, вот красоту языка не поймут, через музыку передаешь. Вот. Я как бы раньше этим все занимался, но я сейчас тоже 2 года стал глубоко изучать, то есть уже традиционный, вот, чтобы хай был и чтобы традиции вот, тоже, чтобы была она не прекращалась. Молодежь, конечно, тянется к современному, вот здесь тоже Харатов сидит, вот. Я ему тоже говорю, надо традиционно, он тоже любит там современно исполнять. Вот. И, да. Ну это хорошо, вот, потому что мы в современном мире живем, и чтобы традиционно тоже, чтобы было исполнение. Вот. Ну я вот к этому пришел уже, видать, когда идут, хочется, потому что много выступаешь, показываешь горловое пение, да, разнообразие, вот, людям нравится, а когда вот, как сказать, все старше становишься, уже человек, может, мудреет, охота вот эти мудрые слова послушать, как они могли вот эти там сочетания, там, например, есть, вот, Семен Кадыш там поет, «Алтын порғылы айпит парсқын, алғым чердің үстін чарып тұрды. Күміс порғылы күн парсқын, көлбегін чердің үстін чарып тұрды». Вот. Сейчас это, получается, это дошло, то есть не он придумал, они сказители добавляли свои слова, но у него вот и целое сказание идет, там более 4 часов, да, и там, слушай, столько слов таких мудрых, как они вот запоминали, вот эти четверостишие, восьмистишие, вот, сравнивание вот с природой, вот, вот. На русский переведешь подстрочно, нету этого смака, да, вот, потому что вот «Алтын боруляй питпарскан, алгым чердың үстін чарды». Шарт турада, вот все на А там идет, то есть, ну вот Ахпахи тоже вот идет четверостишие, если это А на А, если К на К там, ну свой, вот, свой тоже правильно. Да? Я хотела помочь ему, потому Да. что мы с ним более 15 странах побывали вместе. Поэтому я Алтынымах, конечно, не рассказываю. Но в Тахпахах, это Алтынымахтарда, в Алтынымах, вот эти героические сказания, тоже есть Тахпахи. Так ведь? Да. А еще есть тахпахи бытовые, на все темы жизни, и вот на тему гражданской войны, отечественной войны, бытовые, про любовь, там, свадебные, есть тахпахи. А у хакасского народа в каждом районе свои тахпахи. Вот, допустим, Ой, там, ой, да, не Нет. Пойбалырдың, да. Кайбальский тахпах, допустим. Да-да-да-да-да-да-да. Переводится так. Ждала, говорит, мужа 6 лет. А вернулся, пусть он 60 лет будет со мной рядом. Вот так переводится. Подстрочно. Алтын чылғыны ғуны, ақша затара қойласын, алтын жыл саған қылғаным, алтын жыл болсын қойнымда, шитон чылғыны ғуны, шерша затара шүгірдін, шитон жыл саған қылғаным, шитон жыл болсын қойнымда. Послушайте тахпах. Это у нас есть этническая группа Кайбалы, Ойбалы по-хакасски, да? Вот как Аскийский район, вы знаете, да? Аскийский район это этническая группа сагайцы живут в основном. Да. Вот. Ширинский район это вот Алтайский район, это качинцы, Орджоникидский район это кызыкцы. То есть раньше было по группам. У них у Всё. каждого, у каждой группы свои тахпахи. Вот аскийский тахпах, вот Тыгдымаевой. А раньше качинцы вообще жили до Красноярска. Вот около Красноярска течет река
Хакасия, вот, они в основном вот, вот было, то есть у нас территория до Красноярска, до Омска, до Ачинска, вот это вся Хакасия была такая. Ну, Хакасы раньше не назывались, это 100 лет назывались, больше 110 лет там. Раньше как... У китайцев взяли, что из них китайцы написали Хакасы. Я оттуда. Девушек... Правильно говорит Сергей Александрович? Девушками как Ну, я знакомились? считаю. Они, Игриша, или Гриша называется, они конкретно не подходили девушки к парням, парни к девушкам. Они незаметно наступали на подол, чтобы девушка обратила внимание. Потом, когда все разбегались, девушка бежит, парень сзади, в общем, таким образом знакомились. Вот, поэтому в этом Тахпахе об этом же говорится. Это Тахпах уже Аскизского района. Да, Аскизского района. Иди болған я. Я-ям. Ой, я не буду затмевать вашу славу, не буду. Я просто решила помочь, потому что горловое пение очень сложно для исполнения. Он просто устал. Поблагодарим еще раз его. Я просто небольшую лепту внесла. А вы пока Тахпах скажите, вкратце. Я сейчас гостей посмотрю, а ты, может, скажешь, забыли про них. Ну, во время свадьбы, допустим, эти были, когда сватались, одни Тахпахи были, потом идет, так, как, сначала замуж выходили, ну-ка, Сергей, расскажи-ка, и эти родители идут вслед, это выключите, пожалуйста, это не надо, вслед едут, потерялась девушка, понимаете, ушла вчера в клуб, а утром ее нет. Родители едут, они уже знают, куда она, где она находится. Едут в ту избу, где она должна находиться. Сюргунджи называется, Сюргунджи гисяда. Возле двери становится, говорит, так, ты приехала жить или просто так? Строгим голосом спрашивает. Но она тут сразу говорит, или она согласна, или не согласна, отвечает. Потом они мировую там угощают друг друга, а затем только свадьба. А, еще косы заплетают. У девушки раньше были 50 косичек,
или 60 косичек. И вот они, если она замуж выходит, ну так же, как у вас, допустим, да, 60, выходит замуж, все эти расплетают косички и 2 косы заплетают. Это значит, если 2 косы, девушка вышла замуж. Вот такие были обычаи. Ну, тут немножко про тахпах. Это стихотворная форма, поэтическая, она очень строгая на самом деле. Ну, допустим, как правило, это были 8-строчные образцы. Ну, например, Да. если в русской поэзии, допустим, ну, если вы кто-то пишет анафоры, предположим, да, ну, принято рифмовать обычно концевые рифмы, скажем, ну, то в конце, да. Ну, это, Если да. начинается буква А в «са», хакасском языке тахпах рифмуется изначально, то есть это анафоры идут сначала, скажем, на ААА, потом условно там на да, там. одинаковые И буквы. очень четко есть система так называемого параллелизма, то есть 4 строки, 4, потом 4 разделяются еще на 2. Смысл какой? В первые 2 строки надо уложить описание природы, а во вторые, 3, 4 надо уложить понимание соотношения внутреннего чувства по отношению, вот, да, и это должно быть коррелироваться, причем к ситуации. А тахпах это импровизационное искусство, и, конечно, это должно увязываться там, в ситуации. И вот это и считается искусством. Почему? Потому что увязать ситуацию, увязать стихотворную форму, увязать мелодию, тут же нужно и красоту слов, и явление параллелизма, это очень, ну, считается это высоким искусством. Вот они сейчас это демонстрировали. Вот это искусство. То есть это пение было, это стихотворные формы были, это были и ситуативные. Ну, ситуация они тут меньше обсказывали, но обязательно должна быть у тахпаха своя ситуация. Она, как правило, уникальна. Спасибо. А вот скажите, пожалуйста, вот если говорить о национальном духе музыки, то вот все равно есть ощущение, что почему именно такие мелодии, да, и вот в том числе хай, потому что природа такая, то есть природа суровая, природа могучая, и она вот как бы, чтобы прийти в гармонию с этой природой, вот именно такая музыка нужна, и она передает как раз вот, ну можно сказать, язык природы сибирской. Потому что она все-таки более суровая, более величественная, более такая вот как бы грандиозная, что ли. И вот тут и звукоподражание, и в то же время, вот, чтобы войти в гармонию с ритмами этой земли и ее природы. Вот такое ощущение еще есть. Да, а у нас еще вот, как говорится, я еще делал музыкальное исполнение, как бы хакасский медицинская котловина же, нельзя вот внизу живу. И поэтому у нас в основном хай вот идет низкий. То есть вот много я вот делаю, вот у нас Сергей тоже поет, и у нас получается мы поем тональности пониже, там где-то Все ля, равно си, вот моль, это до. вот таких ритмов требует как бы сама земля. Да, да. Нет, природа возникновения хая, допустим, я склоняюсь к идее Дмитрия Ивановича Чанкова. Он, например, сказал следующее. Почему, говорит, хай возник только здесь, а не у других народов? А физиологически это может делать каждый из людей, да? Дело в том, что это связано с мировоззрением, а мировоззрение какого, допустим, человек умер, он уходит в тот иной мир. И хайджи сопровождал душу живого человека там, он должен был ему там обустроиться. И, конечно, по-хакасски называется, чтобы хутан-пан, то есть душу человека живого, чтобы там не узнали, с собой не забрали, он должен ему там помочь, и он изменял голос. Он вынужден и там каким-то образом. Вот Дмитрий Иванович рассказал эту версию, мне нравится эта версия. Я думаю, это действительно так. Почему? Потому что у нас в хакасах как-то вот, кричать нельзя в природе, допустим, орать на все это. Да. И человек в общении с иным миром, он меняет голос. И потом это по современному превратилось, по-видимому, в искусство. Ну, сейчас это как явление искусства. Да, поэтому я вот, почему говорю, у нас сказать последний вот почти до конца 20 века вот, был народный исполнитель. Это благодаря еще вот инструмент сохранился вот этим, то, что у нас пели на поминках, на похоронах, то есть сказители. Почти в каждом селении, в селе у нас были сказители раньше. И по несколько человек, там по 3-4 человека было. Многих не записали. Вот. Я думаю, у нас вот в свое время в советское время поднимали только вот там 3-4. А было, вот в Аскирском районе, вот раз в году я был, я когда поехал там на открытие, меня приглашали, там было около, посчитал, ну, написаны все фамилии, имена 30 вообще хаджи-сказителей было. Там только мужчин, там мужчина написано. Вот.
И получается, а я вот знаю только Тарих Васкевского района, потом прочитал, я вот это все на телефон, сейчас хорошо ищет телефон. А многих они не записаны, вот Васкевского района записали все Камоты Бастаева и Апанис Бурнака, получается. Больше у нас, ну, А вот в фонде смотрите, нету. вот если это точка зрения, да, очевидно, я думаю, что это только часть истины. Почему? Потому что ведь это не только похоронное пение, а ведь исполняли в дни бед народных, ну вот когда война и прочее. То есть я думаю, что все-таки значение более широкое, но что вот именно соответствие, ну это вот Лугачева, да, национальный образ мира, он все равно связан вот с этим местом. И вот, коли уж тут пуп земли, то, очевидно, и частоты более низкие. Вот мне кажется, что все равно в этом тоже что-то есть. Это же идея Гачева, и она как бы прижилась. И он для каждого народа, там, французы одно, там, русские другое, да, киргизы другое уже. То есть от вибрации самой Земли вы Да, имеете? да, Ну, да. возможно. Что вот возможно. оно вот связано все равно с этим. И вот национальные образы мира у него, они связываются и с тем пространством, в первую очередь, с тем пространством, где люди живут. Потому что если он пишет про Центральную Азию, то он говорит, что это на все накладывает отпечаток. Абсолютно на все. И в первую очередь на мирочувствование. Поэтому я думаю, что отчасти это еще и мировоззрение, конечно. И Да, ну, правда, раньше вот были связь же у нас, с землей это еще. да, еще было, еще вот были у нас княжества же вот, и самое вот было, говорят, вообще основном было вот, как сказать, у нас с кем ханнер, да, ханнер, ну не цари, скажем, вот, а князья. Вот было это в основном вот Ширинское время вот был главный центр. Почему у нас сказительская школа больше там вот сохранилась. И там вот они пели вот этим князьям тоже, вот скажи, их восхваляли. Вот Да. раньше же вот тоже вот это много сражались, битв было. И вот сказали не зря не вот, ну, до сих пор не могут дату определить. Кто-то говорит, до нашей эры был, кто-то в нашей эре появился. Ну, я вот... А потом, помните, все еще сказители, там же, он когда становился сказателем? Дух придет, постучит, понимаете? То есть вот это тоже как бы вот ну, знак того, что это не случайно, это все равно связано с духами земли. Сейчас хотим, сейчас вот у нас из Республики 2 приехал Сергей Сатпа. Вот тоже сейчас. Çok dedim. Çok. Сергей Сатпа Хайдан. из Республики Тава. Я из Республики Тува, меня зовут Сатпа Сергей. Уфимский район, Сумон Хайраккан. Ну, я там в Сумон Хайраккане работаю сельский дом культуры, художественный руководитель. И создал такой детский ансамбль индийский. Ну, 9 лет младший, ну, старший где-то уже 14. Ну, когда вот детьми я занимаюсь, так, горловое пение, у них ощущение, некоторых детишек есть самый вот низкий стиль карбара, некоторые уже вот сахват, а некоторые уже хуйми. А у нас вот тувинцев в горловом пению есть 3 так-то основной стиль, это карбара, самый низкий. А пыльный, средний, срыт – это самый высокий, как свист. А это 3 стиля, там много разновидностей. Например, гаргара, там горный гаргара, степной, кожавар гаргара, канзык гаргара и вот так дальше у них. Ну, сейчас мы сегодня попробуем только вот 3 основные стиля. Начнем самый низкий стиль. Гаргара.
стиль каргара, а тумчук каргарасы или кожагар каргара. Тумчук это вот нос через носовыми связками тоже используем варвара, возраст носовыми связками. А сейчас средний стиль хумей. Это стиль хумей. Сейчас на микроскопе стиль звучит как свист. Это был стиль сагот. Сейчас вот турецкий национальный инструмент игиль. Мы если делаем этот инструмент с материала лиственниц, потому что лиственница это твердый материал. А корпус из кожи, может быть баранина, козлина или можно из такой большие рыбу тоже можно, змеиной кожи тоже можно делать. Строй квинта. Вот это инструмент мы посещаем коня, и поэтому здесь должен быть голова коня.
все знаем этот инструмент. Но тувинцы называем это хомус. Ну, валаган. Да. Тима Хомс, вот Да, Хакасия. темир хомус. Ну, у нас там темир хомус, шеллер хомус, чарты хомус, терезин хомус, и там чак хомус, там. А у меня только сейчас с собой один темир хомус. Ну, вот язык такой тоже маленький. А вчера тоже вот якутский, ахлайский такие хомусы видел, они такие большие. Но когда мы вот наигрыш вот хумусы, когда мы играем и вместе тоже там поем и горлое пение тоже. Сергей, сейчас, наверное, еще одну песню, да? Да, по острову сейчас. Это шур. Мы всегда принесли, поем одно пение про свою любимую родину, про любимую матерь и девушку. И в самом конце, конечно, вот это лошадь. И самый быстрым скакуном такие тувинские частушки.
песню? Можно еще тут одну песню еще? Можно? Спасибо вам всем за внимание. Спасибо вам. Гостям Сергею спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо.